апреля. Время. Все того же 2023 года. Да, время 4:40 почти. Мы выезжаем из Тюмени. В Тюмени мы пробыли 2 суток. Остановились у друзей, потому что с гостиницами тут какая-то у нас в этот раз печаль получилась. Я, по-моему, уже рассказывала, да, там, или не рассказывала. Ладно, повторюсь. Ту гостиницу, которую мы снимали, в которой мы останавливались 2 года назад, была неплохая гостиница, но в этот раз у нее очень плохие отзывы появились. Поэтому мы не стали рисковать, портить себе настроение. В общем, поискали другие гостиницы. Они были либо заняты, либо далеко, либо не было парковок. Одна была супер дорогая. В общем, мы решили остаться у друзей. Я думаю, мы сделали правильный выбор, потому что нам было весело. Мы общались все это время. Не надо было никуда ходить. У них очень большая квартира. Нам досталась комната с холодильником, но мы им, слава богу, не воспользовались. Вот. Ну и как бы мы очень хорошо вчера утром рано встали. В 11 рано, да? Ну, мы-то рано встали, мы как бы уже готовы были. Ребята проснулись в 11, в 10, Саша, мы в 11 вышли. С Сашей мы пошли, нагулялись. Накрутил Антон у нас сколько километров? 14,5. 14,5 километров Антон находил. Я чуть побольше. Я не знаю, где я бегала, кого я догоняла. Вот, потом Алена к нам присоединилась. Мы еще покатались на машине, сходили в ресторан. Шикарный ресторан. Всего лишь за 4000 вчетвером. Я вообще в шоке. Мы так наелись, так вкусно. И, короче говоря, я подумала, что нашим поварам, работающим в хачапури, нужно поучиться у тюменских поваров, которые работают в Сусами. Реально. До такой степени все было вкусно. Но я такого еще никогда не ела. Тот же хачапури, казалось бы, да, обычный хачапури, но С ведром сыра. тесто невероятное, начинка, причем там все это с утками, прибаутками, тебе все это там рассказывают, показывают, бесконечные эти игры, конкурсы какие-то, ну просто за столом. В общем, классная атмосфера, классная еда, нормальные цены. Цены, кстати, у них 20% скидка днем на все меню, поэтому вообще мы просто вообще. Так при всем при том, что мы еще и выпили даже, алкоголь взяли. Я не пил. Ну ты не пил, я выпила пиво, кто-то выпил водки. Фу. Не люблю алкоголь и пьяниц придерживаю. Хорошо. Вот. Тюмень, короче, нам очень понравилась. Тут уже чувствуется, что ближе к теплу. Уже на деревьях листочки из почек проклевываться начинают. Тепло, сухо, уютно. Мы сейчас едем в сторону Москвы. Выезжаем из Тюмени, получается, в сторону Москвы. У нас 2130 километров показывает. То есть у нас еще где-то еще должна быть одна ночевка. Ну, скорее всего, мы подумали, что мы будем ехать так же, как и в предыдущих Красноярске и Новосибирске, где нам не нужно было заезжать в город и останавливаться. Мы будем просто ехать по трассе до какого-то определенного момента, когда нам уже нужно будет спать, когда нам захочется спать. Остановимся в какой-нибудь придорожной гостинице или мотеле, как они там называются, которая нам подойдет.
переночуем. И все. И получается 20 числа мы уже должны доехать до Москвы. Вот. 21. Ну почему 21? Сегодня 19. Ну, 19, 20 вечера. Ну не 21 же, 20. Я специально Ты приеду чё после 12. Так тебе надо 20-го быть, а не 21-го. Вот. Поэтому доброго пути нам. Едем в Тюмень. Короче, эти ляпы я тоже буду потом, наверное, куда-то вставлять, если не удалю их ни дре, ни фени. Надо мне их куда-то в одну папку перекидывать. И в Тюмень мы едем, блин, в Москву. Едем в Москву. Я говорю, в Тюмень. Вот такая ночная Тюмень. Объект пройден. Светится все. Все спят. Такие широкие улицы, когда машин нет и людей нет, вообще кажется широкое такое все, да? Улица Широтная, улица Мельника. Эти мы вчера мы по ней гуляли, я ее показывала. Сейчас мы едем по вот этому. Объект пройден. Контроль светофора. Впереди камера контроля перекрестка. Очень много красивых домов, огромных просто микрорайоны целые строятся. Причем строительство так активно, да, идет. А где мы еще видели тоже строительство? В Омске. В Омске тоже очень много домов строят. Просто к нам как-то, ну, к Антону приезжали там по работе ребята из Владивостока. И они удивились, что в Якутске очень так активно идет строительство жилых домов многоэтажных. Они говорят, у нас во Владивостоке вообще ни черта не строят. Ну, это было когда года 3-4 назад, да? И я потом стала обращать внимание вот во всех городах, где мы не были, насколько вот все эти стройки в городах развиты. В Тюмени прямо говорят, Объект ребята, пройден. очень много домов. Очень много домов Контроль строят. светофора. Там напротив их дома тоже целый микрорайон строится. Я забыла, какая строительная фирма, они сказали. Что-то с Советским Союзом, по-моему, связано, нет? Какое-то название, не помню, не скажу. Тоже стоят там новостройки огромные. Ну, еще недостроенные. Просто огромный квартал. И вот здесь, вот, как вы видите, прям по обе стороны огромные дома тоже. Через 600 метров. Круговое движение. Первый съезд. Их много. Они везде. Впереди камера контроля перекрестка. Здесь вот прям очень много. Объект пройден. На самом деле хорошо, люди переезжают из других городов сюда. Здесь я, кстати, не увидела ни одной деревяшки. Вот отсюда мы заезжали, вот этот микрорайон нам тогда понравился. Цветной, красивый. Вообще обалдеть. Просто шикарные домишки. Круговое движение. Первый На съезд. выезде. Это получается со стороны Москвы, когда заезжаешь. Ну, Екатеринбург, да. Да, и почему Екатеринбург? Да, у нас сейчас Екатеринбург следующий будет. И мы Держитесь левее. 2 года назад, когда заезжали, нам очень-очень понравилось. Прямо 5 километров. Понравился вид этот с трассы. Красивые домики, аккуратные.
новостроек. Многие еще недостроены. Огромный город, кажется. Хотя население тут всего, Через вчера 1,5 говорила, километра 800 с съезд. чем-то Поверните направо. тысяч. Очень-очень красиво. Все дома идут с внешней подсветкой, с наружной. Какие-то ниши там у них сделаны. И в этих нишах подсветки. Контроль средней скорости. И вот там еще далеко какой-то микрорайон стоит, и еще один строится. Видно, что прям много домов недостроенных. Прям такой Через 500 метров съезд. Поверните направо на мост. Ханты-Мансийск прямо показывает указатель 683 километра, а нам налево 325 километров Контроль средней скорости. до Старт Екатеринбурга. на 90. Теперь съезд направо. Съезд. Поверните направо на мост. А указатель был налево. Он, Прямо видимо, сейчас под мостом, да? 285 километров. Мы на мост поднимаемся. Ага. Контроль светофора. Все, и уходим туда, куда стоял указатель. Вот такие вот домища стоят. Все светится. Кстати, у них места для парковок все-таки вот есть прям. Мы во дворе ставили машину, во дворе, в котором там много огромных, я не знаю, сколько там этажей-то в этих домах, я что-то даже не посчитала, но точно больше 10. Сейчас даже вот в этом посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Там тоже, скорее всего, 16-этажные дома везде. Огромнейшие. И парковки всем хватает. Вчера вот вечером смотрели, на балконе стояли. Машины подъезжали. Парковок достаточно много, то есть парковочных мест на улице. Ну, Зима. не во всех домах. В новых микрорайонах это продумывают. А вот в центре там, где мы там еще нет. Я не знаю, я, честно говоря, внимания не обращала. Смотрел, да? Очень много улиц с односторонним движением. Да, кстати. Ну да, это удобно, с одной стороны, а с другой стороны, если тебе куда-то нужно попасть, вчера вот мы ждали Алену, Контроль в спину. Алену ждали, пока она подъедет, она 3 круга сделала через один квартал, чтобы найти место, где припарковаться, потому что там односторонняя, нигде не развернуться, она въезжала, снова искала место. Потом нашла какую-то стоянку, как она сказала, для инвалидов. Везде стоянки для инвалидов очень-очень много. И они пустые стоят. По всей видимости. Ну, может, мы же в
пакетик всего. Все уже Что, уехал всю, поезд. всю песню петь, что ли? Нет, давай только пакетик. Ты помнишь, что там было? Лежит в больнице, и ему делают укол, а кошара пьет какао с молоком. Ага. И там было еще. Сидит кошка на окошке, пришивает ему хвост, а сама его ругает, чтоб не лез под паровоз. Вот. Так Допела все-таки кошке наконец. досталось? Кошке досталось, кошаку досталось, хвост же ему пришили. Но он какао с молоком пил. Паровоз жалко. Да, поцарапанный, некрасивый же. Еще в больнице лежит. Еще и продырявили уколом. Мы едем перед Екатеринбургом, населенный пункт, город, наверное, Богдановичи или Богдановичи. Не знаю, как правильно ударение делается. Плотное движение. Скат. Впереди какие-то знаки, вроде дорожной работы. Вроде дорожная работа. Когда она это все берет? На заправке сказала, что мы заблудились. Смешная такая. Тут вроде ого, ничего себе пробка. Да, они все на работу едут. Ну да, вот сейчас я думаю, на выезде там из Екатеринбурга, наверное, потолкаемся. Смотрим. Вроде бы, ну вот сейчас проезжали по этому городочку. Люди идут, вроде как будто бы даже тепло, все такие женщины в капроновых колготках. Кажется, да? Мужчин я вообще не видела, они, видать, все заправке. на машине, на заправке, да. Дети такие все еще, не проснувшиеся на светофорах, стоят в школу топают. Время-то 7 часов до 8. Чем пахнет? Ну, железнодорожные этими. Железной дорогой. Оказывается, здесь делают минераловатные плиты. Бензин здесь 95-й 49-35, 92-й 46-30. Вот они, эти вагончики медицина катастроф, про которые я говорила. Впереди какие-то знаки, вроде дорожной работы. Тут вот вдоль дороги спиленные деревья, уже разделанные на запчасти лежат. Что-то тут, видимо, будут строить либо дорогу, либо лэп. Для чего-то освобождают место. Очень много спиленных деревьев. Ветки отдельно, стволы отдельно. Причем они уже такие обтесанные, все ободранные от коры. Интересно, что это будет. Может, кто-то знает. Можете написать в комментариях.
работать. Я уже тут приблизила свою голову к телефону, чтобы лучше было слышно. Поэтому мы каждому вашему замечанию рады. Будем исправляться, стараться, чтобы вам было интересно. Поля проезжаем. Я не знаю, когда их вспахали, в прошлом году или в этом году. Я в этом ничего не понимаю, но как будто они свеже вспаханные. Что-то уже готовятся высаживать. Сейчас эти поля проедем, дальше лес начнется, посмотрим, там тоже, да, там тоже эти деревья лежат. Что-то глобальное, видимо, будут тут строить. Скорее всего, ну, дорога нормальная, расширять ее, может быть. В общем, не знаем. Обратно поедем. Может, уже чего-нибудь тут изменится. А мы не здесь поедем, да, обратно? Через... Мы поедем по той дороге, по которой мы ехали позапрошлом году. Набережные Челны, там. Уфа. Ну, через Казань тогда мы поедем. Мы сейчас через Казань едем. Да? Ну, короче, я уже где-то тут заблудилась. Вот этих дорог много, премного. Я в карту, честно говоря, не заглядывала. Нам навигатор показывает, Антон там с навигатором разговаривает. Он знает, куда ехать, а я так по сторонам. Мы приехали в Екатеринбург. Навигатор нас ведет через город. Возможно, по окраинам, конечно, не через центр. Но сейчас на подъезде к Екатеринбургу, получается, слушали радио. И там говорили про пробки. В общем, весь город стоит. И со стороны Пышмы, сказали, там что-то, какой-то участок дороги тоже стоит. Но мы как раз вот со стороны Пышмы едем. Не знаю, посмотрим сейчас. Очень много магазинов «Монетка» и «Пятерочка». Прям на каждом шагу попадаются. Маленькие, большие, маленькие, большие. Центр. Указатель, что мы едем в центр. Ну, если через центр поедем, посмотрим, какой он Екатеринбург. Останавливаться мы тут не планируем. Много слышала об этом городе. Что очень красивый. Тут даже метро есть. Тут, видимо, какие-то старые кварталы. Челябинск. Ир, нам направо? Почему у нас прямо ведет? Мы что, в Пермь едем? На Москву едем. Ну, правильно. Мы объедем город. Не через центр, короче, поедем. Маршруты строю, перестраиваю недорого. Ольга Сейчас. Бузова. В пробке постоим, конечно. На развязке. Да, там красным помечено, приличненько так. Ну, посмотрим сейчас. Может, и не такая уж и пробка там. Через 600 метров поверните налево. Тут вообще огромные
такая прям зеленая, призеленая. Чересчур. Вот они, эти огромные дома. Блин, я не знаю, сколько там этажей. Ну, очень много. Ну-ка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Я только вижу 28 в самой высокой этой части дома. Обалдеть. 30 этажей, грубо говоря. Хотела бы я с высоты посмотреть на город. Только не сюда. Где-то поезд идет. Ту-ту, говорит. Тут, по всей видимости, мост ремонтируют. Что-то там много-много народу делает. Так. Ну, пока так постоим чуть-чуть, поедем, постоим, поедем. Кордон. По бокам такие старенькие домишки стоят. По всей видимости, это не ремонтируют, это какой-то новый мост. Судя по материалам. Будет, наверное, какая-нибудь развязка, чтобы вот этой пробки не было, скорее всего. Прямо 1 километр. Такое ощущение, что мы по центру едем, потому что это улица Ленина. Сейчас вот мы поворачиваем на Куйбышева. Мы почти по центру едем. Я же не стал переставить, аж тебе Екатеринбург показывают, ты же на Прямо экскурсии. 5 километров. Хорошо. Мне-то какая разница, где ехать, по трассе или в городе? Просто тут такие дома, видимо, ну действительно центр. Дома все старые, видно, из прошлой жизни. А вот там далеко уже видно красивые какие-то новые дома стоят. Тут уже посвободнее немножко. Нет, сейчас начнется. Начнется. Впереди камера на разметку. Посмотрим Екатеринбург. Поглазеем хоть одним глазком. Впереди камера контроля перекрестка. Парк Маяковского налево. Направо центр. И перед нами перпендикулярно улица Луначарского. Едем. Тут самокатчики гоняют. Бросают свои самокаты. Трамвайчик. Шел трамвай, 4-й номер. И мы делали укол. Ты все про кота с паровозом. Впереди камера на разметку. Метро? Где метро? А, нет, это не метро. Это салон Volkswagen. Впереди М же камера перевернутый. контроля перекрестка. Нет, я на это не смотрела. На W. Я туда вниз посмотрела. Тут хотя бы остановки есть трамвайные. Обозначенные. А где-то В Улан-Удэ. в Улан-Удэ. Они там дома сохраняются. когда Вообще трамвай едет. посреди дороги просто люди стоят, и все, и никакого обозначения нет, что там остановка.
названий банков, что в Тюмени, что здесь. Мне некогда. Я не тебе. А я не тебе. Впереди камера на разметку. За здание такое интересное. Впереди камера контроля перекрестка. Ничего нет. В Екатеринбурге уже четко видно, что тут зеленая трава. И мимо деревьев, когда проезжаешь рядышком, видно прямо, что почки уже не просто набухли, а уже зеленые листики из них торчат. А вот, кстати, какие-то там березки или что-то там. Не знаю, здесь видно будет, не видно. Прямо уже листики зелененькие выглядывают. Очень хорошо. Все-таки мы приехали там, где тепло, да? +3. Но машины Антон увидел, ездят еще на шипах. Видимо, то ли снег Кто-то ждут. вот на летней резине, кто-то на шипах. Ну там девушка была за рулем, мужик видимо не поменял. А, да? Хорошо. Такие большие здания стоят. Жилые дома, по всей видимости. Контроль светофора. Солидбанк. Везде красные-то. Стоим в пробке. На трассе. Реверсивное движение, дорогу ремонтируют. Все вот эти деревья, которые болели, мы уже из Екатеринбурга сколько отъехали, и так вот их хвалят, тут что-то делают, то ли водостоки, то ли дорогу расширяют, ограждения какие-то ставят. Короче говоря, дорожные работы ведутся до дороги Урала, компания дороги Урала «Жасмин». Пока выехали за Екатеринбург, Антону пришло сообщение, штраф прилетел, да? Расскажи, что там со штрафом? В Омске за место 60 шел 83, 250 рублей, платите, распишитесь. Сразу же оплатил, да? Да? Это потом приставы арестуют, посадят. Топливо на Лукойле, Анапе. По пути где-нибудь. Ну, двинулись теперь. Наша полоса поехала. Прям солнышко такое светит, так хорошо, тепло. Наверное, тепло. В машине-то тепло, а там не знаю как. Мост вкладывают новый. Речка там прямо бурлит. Даже ни льдинки, ни снежинки. Что за речка? Не знаю, я не прочитала.
видно, она там где-нибудь в деревьях стоит. А на дороге стоит эта тренога. И все, регистратор чирикает сразу. Вон опять ремонт. Через каждые, там, я не знаю, сколько километров. Даже 10 километров не проехали. Опять ремонт. Сейчас посмотрим, они походу, они мосты ремонтируют, видишь, на каждом мосту. Видимо, то ли новый мост делают, то ли укрепление какое-то. Так-то вообще как бы дорога везде, наверное, будет расширяться. Сначала мосты. Опять мост. Это какой-нибудь ручей или что это? Сейчас посмотрим. Да, тоже какая-то бурная речушка бурная. Бурлит там. Или я-то. Завожу тебя, надо вспомнить. Завози. Что-то прям сильно горит далеко. Неужели лес уже горит? Неужели лес? Да, скорее всего, потому что вообще в разных местах видно, что как с три источника какие-то. 3 очага большие. Точно, я же говорю, земля вспахана. Вот тоже пахарь пашет. Все, люди готовятся к посадке. Сейчас выходила на заправке на улицу. Прям такая теплынь на улице. Прям воздух другой, дышится по-другому, запах другой. Классно так. И проезжаешь, уже видно на деревьях листочки зелененькие появляются. Прямо уже деревья вот не лысые совсем, не серые, а уже какой-то цвет у них есть немножко. Пермский край. Вау! Мы приехали в Пермский край. До Перми 160 километров. Оказывается. Так что сейчас мы катим по Пермскому краю. Какие у нас там деревни, мы не знаем. Какие-то незнакомые. Мы здесь первый раз. Будем ехать и смотреть. Что-то машина впереди, весь обзор загораживает. Проезжаем населенный пункт, называется Черепахи. Реально, дорога, видимо, для черепах. Заплатка на заплатке, дырка на дырке. Это до Перми нам 60 километров где-то. Ужас, короче, а не дорога. Примерно такая дорога была, когда мы ездили в Сочи, возле Воронежа, в районе Воронежа, короче. Еще хлеще, наверное, была. Вот сейчас более-менее, сейчас просто ехали по таким колдобинам на юг. Почему эти указатели зеленые стали? Были синие-синие, потом бах, резко зеленые. Тебе дорогу. Ну, они, да, повеселее смотрятся. Мне они больше нравятся, чем Ну, синие. внутри зеленого это все равно синий. Ну, пускай я на них не смотрю, я на зеленые. Город трудовой доблести Пермь. Мы подъезжаем к Перми. Где-то вот там вдалеке. Сейчас пока отключусь, потом включусь. Едем по мосту через реку Кама. На том берегу видно Пермь. Погода, да, 15 градусов. Такая красивая речка. Дождика нет, Какие-то маленькие пароходики там есть. Еще тут вот такой лес борщевиков. Они огромные, как деревья.
А может это не борщевик, я не знаю, но что-то похожее на него. Сейчас мы проезжаем церковь иконы Божьей Матери. Навигатор ведет нас на Киров. Очень мало машин, и встречных, и попутных. Вроде бы как даже приятненько так ехать. Только мы не знаем, что нас ждет впереди. Навигатор вот такой, он может завести так, что мама не горюй. Но будем надеяться, что он нас ведет по хорошей дороге. Специально нас повел по этой дороге. Почему телефон хочет выскочить? Вот. И сейчас вот пока мы едем по пустой дороге, хочу поблагодарить всех, кто писал нам свои отзывы в личных сообщениях. Люди смотрят наши фильмы с семьями, даже с соседями смотрят. Написали родственники, что пригласили соседей, наварили плова. Все вместе сидели, смотрели наше путешествие. Шел полноприводный, что там, чисто нет? Очень приятно, что вам интересно. Многие пишут, ждут, когда будет следующая серия. Да, я немножко торможу с выпуском этих серий, потому что, допустим, если мы остались на двое суток в каком-то городе, мне совершенно некогда заниматься монтажом и загрузкой этих серий, потому что загрузка тоже очень много времени занимает. Нам хочется погулять, посмотреть. Иногда даже не успеваю снимать что-то. Стараюсь снять все самое интересное. Иногда разину рот и забываю. По сторонам смотрю. Вот, поэтому спасибо всем, кто ждет наши серии. Спасибо всем, кто комментирует. Желает нам хорошей дороги. Мы вам всем очень благодарны. Тут сколько леса лежит. Рубят его, валят. Видимо, куда-то вывозят. Он, правда, старый такой. Прям вообще старые деревья. Видимо, то, что какие-то просеки тут выбили. Вот везде этот лес всю дорогу. Вот такое небо у нас красивое впереди. Почему-то мы думаем, что все-таки будет дождик. Но точно не снег. Потому что здесь плюс 10 градусов. Ну и облака не похожи на снежные. Хотя кто его знает, да? Ты сейчас дотрындишься? Не-не-не, все, тут лето, тут трава зеленая, тут листья зеленые. Все, тут проезжали, вообще такая трава высокая, зеленая уже. Какой может быть снег? Снег вон лежит с левой стороны, достаточно. Просто красивое небо, сейчас мы его проедем и все. Будет светло и красиво. Зашли на заправку. Давай себе коробку из кореновки свою любимую. Такие замученные. Убитые нарзаном. Мороженка и пироженка. На улице вообще бомба. Запах такой, как будто лето. Решили чуть-чуть отдохнуть, размяться, перекусить. Мы перекусывали на заправке, к нам залетел комар. И он хочет ехать с нами. Такой маленький. Гад. Братан, мы вечность. Мы в Москву. Его привезем. А, да? Ну, пускай сидит. Что за дым? Они вон тут бани свои затопили или что они топят.
Все в дыму. Кстати, тоже опять в камеру не видно. Короче, камера не передает всей той действительности. Блядь, ну что за умирающий-то и лебедь? И лебедь. Там дедушка за рулем какой-то. Нет, там парень с девушкой, которые заходили за чаем. Ну они чай пьют тогда. Радар на 60. Ну вот, дорогие, теперь наконец-то дожил до светлых дней. Жена везет. Со скоростью Сказала, 60. пошел. Ой, нет, 73 километра в час. Ого. Летим, мчим. Ты когда-нибудь пил пиво в лифте? Пошли. То сейчас уедем на 9 этаж. Точно. Мы в гостинице сходили в ресторан, заказали ужин в номер, а пиво с собой взяли.